Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас первая открытая встреча Журфикс Клаб. В общем, журнал Журфикс решил выйти в люди и устраивать такие встречи с нашими героями. Вот. Сегодня мы пригласили наших героев, других наших героев, авторов Журфикса, вот, партнеров, ну и вообще очень рады видеть наших читателей. Вот. И в качестве первых гостей на сцене, да, пригласили моих любимых артистов Алену Подлужную и Алексея Егорова-Эркена. Вот. Я специально поискала, да, оказалось, что это наши герои еще с 2010 года. Ну, Эркен, в смысле, я говорю по одному герою с 2010-го, а так в коллективе, там в каком-то репортаже, они уже с 2006-го выходили. Вот. И сегодня вот будущий герой Журфикса, герой следующего номера, вот, который выйдет прямо перед эссехом, Айтал Уран. Давайте вот героям похлопаем. А теперь давайте похлопаем себе любимому, потому что вы такие замечательные, бодрые, прекрасные вообще. И день сегодня у нас замечательный. А теперь я хочу пригласить на эту сцену всемирно известного этномузыканта. Я узнала о ней в интернете, что она самый просматриваемый этномузыкант в мире на всех известных интернет-площадках. Алена Подлужная! Добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня очень рада вас видеть. Я приехала на самом деле всего на 2 недели навестить родителей и была очень рада, что Яна меня пригласила в такой классный проект. Сегодня, можно сказать, боевое крещение, ведь, да? Это же первая подобная встреча. Ну и, конечно, по традиции нашей земли Олонхо у нас любое мероприятие начинается и так положено со звуков хомуса, как своеобразный алгыс. И так как у нас сегодня такое веселое, зажигательное мероприятие, я бы хотела подарить также зажигательные ритмы. И, конечно, в преддверии эссеха это будет посвящение самому прекрасному белому божеству Джагагай. И сыграю для вас свой хит «Любимые скачки от Сюрдюте». И в этом мне сегодня поможет наш супер классный, крутой диджей Айтал Уран. Ну, в общем, заряжаемся энергией.
пригласить на эту сцену представителя компании «Камелек» Нургуяну Стручкову, потому что компания «Камелек» просто является большим поклонником творчества Алены. Вот, и сейчас вот Нургуяна хочет тебе вручить вот такую красоту. Красота, Чорон, начать. Дорогие друзья, это именной чорон, именной, с хамусом, написано «Олене Подлужной». Красота, красота. Спасибо большое. Теперь сам Бог велел мне петь эту нашу самую знаменитую песню с Чороном, да? Браво, браво! Класс, спасибо. Да, сейчас Олечка немножко отдышится, да, а я пока вот продолжу впечатлять вас. Вы уже впечатлены, да, ее совершенно потрясающим выступлением. Вот. В общем, я уже сказала, что Алена Утай, признанный во всем мире этномузыкант, мастер горлового пения, певица и виртуоз игры на варгане. Вот. Она родилась 25 марта в городе Якутске. Окончила высшую школу музыки. Вот узнала я, удивилась, по классу фортепиано, оказывается, да? Вот. И после этого получила еще 2 высших образования. На хамусе играет с 6 лет. В 1997-1998 году становилась лауреатом республиканского конкурса «Полярная звезда». Выступала в России, в Казахстане, Украине, Китае, Японии, Норвегии, Франции, Швеции, Италии, Ливане, Венесуэле и других странах. Вот. Теперь тут, да, в этом месте аплодисменты, пожалуйста. Да. Вот. Готовьте, пожалуйста, руки свои, да. Алена, полуфиналист популярного телепроекта «Итalia's Got Talent», не знаю, по-английски оно читается по аналогии с «Минутой славы» 2017 года и самого большого шоу талантов Britain Got Talent 2018 года. Финалист германского «Да, супер талант» 2018. Алена удостоена титула «Легенда этномузыки» по версии Всемирного фестиваля «Саян Ринг» и отмечена знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» за вклад в развитие национальной культуры. Вот. Я узнала в интернете, ну, на самом деле, как бы я и до этого знала, да, что, как вы слышали, она говорит на русском. Она говорит на якутском, можно задавать вопросы на якутском языке. Еще она говорит по-английски. И кто смотрел итальянскую «Минуту славы», она там говорила по-итальянски. Это вообще очень круто. Вообще просто невероятно. Ой, я сейчас чуть-чуть дойду, да? А то так это... Вот, она играет на варганах разных этносов, шаманских бубнах, флейтах, владеет несколькими видами северного горлового пения и совмещает все это в формате ультрасовременного звучания от аутентичного древнего корневого звука к новым краскам и ритмам будущего. Вот представляете, когда это вот так вот, ну, в общем... Да, в этом месте хочется просто даже помолчать, потому что это просто невероятно и супер круто. Вот, аплодисменты! Вот, знаете, да, я нашла первую публикацию об Олене в журнале «Журфикс». И вопросы у нас будут строиться таким образом. Пока вы, дорогие друзья, готовите свои вопросы, я буду задавать Олене свои. Но я буду читать такие небольшие отрывки не весь материал, конечно, да, но небольшие отрывки вот из того, что было в первой публикации, по-моему, в 2011 году. Вот. А ты будешь говорить сейчас это так или через 9 лет что-то по-другому. Хорошо? Я думаю, что нашим... Очная ставка началась. Да, значит... Алена Подлужная по национальности украинка. Уже нет, да? Так, это интересно. Но якутский таюки поет без малейшего акцента и виртуозно играет на хамусе. Да. Уже да. Да. Отлично.
Уроки фольклора в высшей школе музыки для этой красавицы, родившейся под знаком Овна и Тигра, не прошли даром. О себе она отзывается так: упорно стремлюсь к совершенству, стараюсь из любой проблемы извлечь пользу и опыт. Верю в равновесие добра и зла в жизни всего живого и сама его соблюдаю. Так ли это сейчас или что-то изменилось? Сейчас даже еще сильнее я это соблюдаю. То есть моя вера в всемирный баланс, она просто окрепла и пустила такие корни, что это древо моей уверенности во всемирном балансе, гармонии Вселенной уже ничто не изменит. Так и есть. Здорово. Дорогие друзья, я предлагаю поддерживать нашу гостью бурными аплодисментами. Спасибо. Своими достоинствами в 2011 году Алена назвала честность, самостоятельность, добросердечность, а недостатками упрямство и недоверчивость. Какие достоинства добавились, какие недостатки ушли? Все так и есть, оказывается, я сама в шоке. Но из недостатков я проработала свои недостатки, я уже не такая упрямая, как раньше, то есть я, наоборот, сейчас более гибкая стала, мне в этом помогли путешествия по миру. Я вижу другие культуры, я знакомлюсь с разными людьми, и я понимаю, что упрямство – это не лучшее качество человека. Должна быть гибкость и, конечно, умение искать компромисс – это талант. А там еще что я еще сказала из недостатков? Недоверчивость. Да, это, к сожалению, осталось, в разумных пределах, да. То есть я слепо не могу верить, ну и как каждый из нас, конечно, пока человек, допустим, не пройдет какой-то определенный испытательный срок, то беззаветно кому-то верить и открываться, конечно, я не буду. Спасибо большое. В этом месте я хочу тебя поблагодарить за то, что ты доверилась нам и сегодня с нами находишься здесь. Давайте аплодисменты. Спасибо, но я же дома. Супер. Событием 2011 года в Якутии любительница блюд из папоротника и форели считает укладку золотого звена железной дороги и открытие нормального клинико-диагностического центра. Очень интересно. Кто-нибудь помнит в 2011 году, что происходило? Так, что, Александр Григорьевич? Вау! Да, это событие года. Давайте похлопаем под голову Александру Григорьевичу. А сейчас, что бы ты назвала событием года? Этого года? 19-го? Давай 19-го. На самом деле каждый день это большое событие, каждый день, который мы проживаем. То есть не могу выделить что-то прям такое особенное, но последние 2 недели самое яркое событие, что я наконец-то нашла время в своем графике и приехала навестить родных и свою любимую землю и получить вот энергию родной земли. Да, это самое яркое событие за этот год. Супер. Спасибо. Хорошо. Был, видать, такой вопрос. Назовите человека 2011 года. Кого же я назвала, да. Интересно? Алена назвала человеками 2011 и всех годов всегда были и есть мои родители. Ну да. Я думаю, что похвально. Вот. Следующая цитата. В роли Деда Мороза мастерица по вышиванию и хендмейд предметов интерьера выбрала бы своего папу, Жириновского и Барака Обаму. Амахаян. Это кто писал это интервью? Да? Так, а кого бы сегодня ты выбрала на роль Деда Мороза? Трампа. Шутка. Конечно же, своего папочку любимого, да. Потом, всех уволить, остальных папу оставить, да. А папа у тебя сейчас где? Папа где? Папа дома. Сидит там в радиоцентре. Дома здесь, в Якутске. Да, родители живут в Якутске. Да, родители живут в Якутске. Вот, а Снегурочкой, ты помнишь, кого ты называла Снегурочкой тогда? Хорошо, я скажу тебе, напомню. Яну Гарону. Спасибо, конечно. Снегурочкой выступила бы Ксения Собчак. Какие у меня были интересные пристрастия, да? А кого бы ты сегодня назвала Снегурочкой? Сама бы пошла поснегурила. Слушай, правда, на самом деле, хорошая мысль. Тебе бы очень пошло быть Снегурочкой. Так,
Самое радостное событие в уходящем году, это в 2011 для поклонницы Григория Лепса и проекта «Гуатика» приобретение собственного жилья. О, да. А ты до сих пор поклонница Григория Лепса? К счастью, да, или к сожалению. Сейчас такие ползала встали, ушли. Лепса люблю, да, за его, прежде всего, вокальные, конечно, данные. То есть меня, в принципе, в творческой жизни людей меня мало интересует их личная составляющая. Как бы я их оцениваю, люблю за музыку прежде всего. А что там уже остальное, это как бы это их личное дело, мы все живые люди. Здорово. Я думаю, что если бы ты называла Стаса Михайлова, то тогда бы точно часть зала ушла. Да. А и сама такая с крестом Лепс... с таким, да, сижу, как Стас Михайлов. Григорий Лепс вполне хорошо. Я просто была на живом концерте Лепса у «Газпрома» на мероприятии в Томске. И вот я прям так его видела, как он поет, вот живьем. И это было просто невероятная энергетика. Одно дело по телевизору смотреть, одно дело смотреть студийные записи, но я прям вот меня до слез пробрала. Он такой молодец просто, это прям певец, один из немногих, кто действительно поет. То есть... Слушай, я абсолютно согласна, потому что я тоже была на его концерте, и вот прямо вот пот у него вот да. Прямо фонтаном, прямо вообще, на 5 первых рядов. Да. Вообще, он там нас... Согласна. Так, еще уходящий год тогда запомнился пополнением в кошачьем семействе. Ты любишь кошек? Да, я большая кошатница, и даже сейчас у меня кошка, я планирую еще одну. А как с гастролями это За ней смотрит наш друг, и если я и супруг вместе отлучаемся из дома, то смотрит за ним наш лучший друг, он прям живет с нашей кошкой дома, а не так, чтобы приходить и кормить. Она очень компанейская, поэтому он прям переезжает к нам и все это время живет у нас. Классно. Главная ее цель на 2012 год была стать лучше. А о планах она решила подумать под бой курантов. А какая главная цель у тебя, допустим, на второе полугодие 2019 года? Во-первых, издать альбом, который мы не можем никак разродиться уже 1,5 года. Альбом был записан 1,5 года назад. Это совершенно новое звучание, и мы пока его никак не можем издать, потому что, когда я участвовала в этих минутах славы, они запрещают на период участия в их шоу и полгода спустя участия в шоу запрещают издавать что-либо. Я не знаю, с чем это связано, но и получается, я участвовала в всех этих шоу, и постоянно вот запрет по полгода накопилось 1,5 года. Мы никак не можем издать этот альбом. Но сейчас вот я отказалась от участия в китайской минуте славы. Я перенесла ее на следующий год, и сейчас мы наконец-то издадим этот альбом. Слушай, с другой стороны, сколько там миллиардов в Китае, у тебя было бы столько поклонников. Да. Конечно, нет, мы отказались сейчас, но мы перенесли это на следующий год. То есть там Сингапур, Азия вся, это действительно самый большой шоу талантов. Даже не China Got Talent, а World Got Talents. И это действительно будет, возможно, огромный какой-то прорыв на азиатскую сцену, на азиатскую публику. Потому что пока все по Европе, да по Европе, как бы, а тут уже можно вот... Дорогие друзья, да, представьте себе, как бы китайцы же очень любят Витаса. Тут Витас, а тут наша Алена Подлужная, Утай. Дай бог, дай бог. Здорово. Так, и сейчас, да, Александр Кириллович, чтобы взбодрился немножко, я хочу попросить Алену нам что-нибудь исполнить, а вы пока подумайте над вопросами, которые зададите сразу после ее выступления. Давайте встретим дружными аплодисментами. Следующая композиция, которую я хотела бы вам сегодня подарить, она тоже очень знаковая в моей жизни, и когда я только начинала ее исполнять, лет, наверное, 5 лет назад, многие люди говорили, что ой, не стоит эту песню исполнять, потому что она про волчицу, и я там вою как волк, и говорили, это грех, это плохо, не надо выть, у всех свои суеверия. А я всю жизнь чувствовала какое-то вот родство с белой волчицей и с древней тюркской легенды, и эта волчица стала моим тотемом. То есть, наверное, у многих из нас есть свой какой-то тотем, свое тотемное животное, которого мы любим, почитаем. Допустим, вот сейчас на мне даже есть волчица, которая всегда со мной, из камня лабрадорит, который мне подарили во Франции. И даже люди говорят, что я сама как белая волчица. И этот тотем действительно охраняет меня по жизни. И вот эта композиция, которую я вам сейчас хочу подарить, она именно основана на этой древней тюркской легенде, которая гласит о том, как белая волчица, перевоплощаясь в тело женщины,
тело воительницы, сражалась наравне с мужчинами, с богатырями, защищала свою лучшую землю. И когда у маленьких детей убили на войне маму, она взяла этих двух маленьких мальчиков и выкормила их своим волчьим молоком. И выросли два лучших ботура, два лучших воина, которые отвели своих людей, свое племя на лучшие, самые плодородные земли. То есть это композиция о любви и взаимодействии природы и своеобразной магии, и даже с долей шаманизма. Итак, посвящение белой волчице. Алена Подлужная. Я все? Круто. Вопросы сейчас будут тебе, дорогая? Хотела убежать, такая под шумок. Нет, убежать не получится. Я хочу в этом месте добавить, да, что наши большие друзья, группа компаний КЕМ, в которой входит сейчас ЯТВ, делают телевизионную версию сегодняшнего вечера. Давайте похлопаем нашим замечательным героям и нашим друзьям, группе компаний КЕМ и ЯТВ. Вопросы есть, дорогие друзья? Оп!
Подголов у нас уже созрел. Я встану. В Англии была, в музей Битлз ходила? Нет, мы не успели, там сумасшедший график. Я ходила в музей Аббы зато в Стокгольме. Не уходите, пожалуйста. А кто тебя надоумил заняться хомусом? Я сама себя надоумила. Насколько я помню, это же было вообще лет 30 назад, по-моему. Да, да. Подголов, сейчас Алена уйдет из-за того, что ты намекаешь на ее возраст. Зачем вы всем рассказали, что мне 55? Мы с тобой одинаковые овны и тигры. Да. Я тебя старше на 24, это мне что, 79? Нет. Ну, Ты еще скажи ровесники. я сама себя надоумила играть на хомусе, потому что в школе, в нашей высшей школе музыки был кружок хомуса, где Альбина Михайловна Дегтярева преподавала детям для общего развития вот именно национальную культуру. Так-то школа академическая полностью, высшая школа музыки, классическая школа, и там не было ничего такого этно. Но вот этот кружок меня прям как глоток свежего воздуха из мира классической музыки, и поэтому я сама себя вот этим хомусом заразила и на всю жизнь. Спасибо большое за вопрос, спасибо большое за ответ. У Лопатина есть вопрос. Джара, Наташа. Привет, Алена. Привет, моя хорошая. Давно не виделись, да? Дида. У меня такой вопрос. У нас на самом деле Якутия очень полна талантами, да? Очень много талантливых ребят, талантливой молодежи, и вообще не только молодежи талантливой, да? Так и... Вопрос такой. Как, вот с чего у тебя начался прорыв, мне оператор мешает, с чего начался у тебя прорыв вот именно в мир, и как вообще волновалась, не волновалась, ну, конечно, волновалась, да, но с чего это началось, и как вот вообще молодежи вот ты посоветовал, как человек, который уже этот прорыв сделала в Европу, в мир, вот то, что, и, ну, я думаю, что и мои ребята тоже послушают, да, вот такой вот вопрос. Если честно, я сама не знала, что мой прорыв уже состоялся, потому что он состоялся. Это видео из Алдана, наверное, которое все видели. И это видео, которое было снято на юбилее, 85-летнем юбилее Алданского района. Его очень хорошо сняли, смонтировали. А когда оно уже набрало 1 000 000 просмотров в Ютубе, я только тогда узнала об этом, что, оказывается, там вообще вовсю уже гуга, там все там, весь мир уже, оказывается, смотрит и комментирует. И я зашла на свой Ютуб, даже забывший уже давным-давно от него пароль, я посмотрела и была в шоке, что, оказывается, мне столько там приглашений было на разные фестивали, на разные вот мероприятия. И я ответила буквально с опозданием в год на многие вот эти вот. Я говорю, извините, I'm so late, I'm so sorry, please can you repeat your invitation? Они такие, ну, поздняк метаться уже все. И потом также вот это видео, да, оно открыло мне большой мир. Его увидели вот эти же самые Britain Got Talents, эти же итальянцы увидели. Они мне все отправляли эту ссылку и говорили, вы можете исполнить вот у нас такое же? Я говорю, да, пожалуйста. И можно сказать, что с этого видео начался выход на большой, такой европейский рынок. И, конечно же, Britain's Got Talent – это самое из всех вообще шоу, на которых я была под этой эгидой. Это все на самом деле одна компания, Fremantle Media. Они делают все эти шоу талантов по всему миру. И самым, конечно, уважительным и самым высокоинтеллектуальным вот этим шоу оказалась именно Британия, где они с уважением отнеслись к нашей культуре, не делали из этого цирка. Они прям боялись даже что-то вот нарушить, какие-то правила. Они сшили мне костюм даже, все бесплатно. И они прям, молодцы. Если итальянцы там смеялись как-то, да, немцы вообще хохлому мне на сцену там наделали, и вокруг меня странных танцоров впустили. То есть не хватало только медведя с балалайкой, да? А вот Англия, они прям сделали очень качественный продукт. И благодаря им сейчас я получаю очень серьезные приглашения на большие фестивали. А вот ты говоришь, как прорваться, вот как совет, да, конечно же, в наше время это интернет. То есть только нужно развивать свой YouTube, обязательно монетизировать, нужно снимать классный контент. Это iTunes, это Google Play, это Spotify, Amazon. Нужно выходить, чтобы вырваться на мир, нужно находиться там, вот в этом пространстве интернет, и очень активно. Инстаграм, конечно, да. Только так можно заявить о себе, сидя, в принципе, в Якутии, потому что мы далеко, и до сих пор я езжу по всему миру, люди не знают, что такое Якутия, где это, как это. Я говорю, как это вы не знаете, да, вот французы. Говорю, наша республика в 6-7 раз больше, чем ваша Франция. Это мы должны не знать, что у вас тут за деревня вообще.
И они такие, да, извините, там, извините. И то есть они теперь вот знают, что это не только Франция. Вот эти все 33 страны, которые я объездила, они уже знают, что такое Якутия, и очень многие хотят посетить ее. Поэтому, Спасибо да. тебе, Алена, за это огромное. Да, давайте поаплодируем. Спасибо большое. Так, есть у нас тут еще вопрос. Знаете, вопросов, конечно, много, но этот вопрос прямо вот женское любопытство. Я извиняюсь сразу. Он, наверное, интимный такой, да? Ну вот, как вот кого полюбила такая красивая, просто супер талантливая девушка? Наверное, он уникален у вас, ваш супруг. Ну, вообще каждый человек по-своему уникален. Все, абсолютно. И вообще как-то выделять кого-то я, конечно, не могу, но мой супруг... Мы знакомы, на самом деле, 12 лет уже. Еще когда я давным-давно приезжала в Москву, еще в составе Айрхан даже, по-моему. И мы познакомились на каком-то конкурсе. Он был в жюри, мне было 20 лет. Мы выступали, вот, и они нас судили, там сидели, то есть за нашу игру. И потом, ну, мы так что-то познакомились, пообщались. И все, наши пути разошлись. Спустя 12 лет я приезжаю в Москву. Спустя 11 лет я приезжаю в Москву, и мы снова встречаемся. Мне поступает от него предложение издать всю мою музыку на iTunes, на Google Play, везде. Ну, то есть мой супруг, он владелец 2 студий в Москве, и он издатель. Он издает музыкантов, любых вообще там, записывает их у себя на студии и издает их по всему миру, их музыку. То есть он владелец прав на музыку, как бы, получается. Супер. Замечательное сочетание, да? Муж и партнеры, отлично. Супер. Взаимодополнение. Да. Дорогие друзья, да, вот сейчас Галина Сафронова задаст вопрос, и вот блок мы закончим. У вас будет еще возможность задать нашей гости ваши вопросы прекрасные. Дорогая Алена, такое имя, как Артурчик Агафонов Федорхинский, юный ваш поклонник. Вы о нем что можете сказать? Я хочу прям отдельно, да, поблагодарить, во-первых, Галину Сафроновну за такого внука. Это вообще просто, это, наверное, вы видели, гуляло видео по интернету о моих концертах-медитациях в Москве. И там был маленький мальчик, 3 лет, но сейчас ему уже 4 исполнилось. Артурчик, он большой мой поклонник моего творчества, он в Ютубе опять-таки. Ну сейчас же вся молодежь в Ютубе. Увидел сам меня и выучился делать все эти звуки природы сам, которые я делаю. Играет на хамусе. Он просто еще это хамустур, на бубне играет. Вот бабушка ему привезла бубен, на Новый год же вы подарили, да? И мы познакомились, я познакомилась с их семьей, с Яной и Максимом, с родителями Артурчика. Мы дружим. Сейчас я периодически прихожу к ним в гости, занимаюсь с детьми, с Эвой и с Артуром, потому что дети уже, ну как, москвичи, они, чтобы не теряли своей связи с корнями, не теряли связи с родиной, я вот их обучаю. И это уникальный, конечно, мальчик, и у меня такое вот чувство, что он такой маленький, ему 4 годика, да, всего. Но вы бы видели, с какой силой, какой верой, с какой одухотворенностью он все это делает. И такое чувство, что в нем живет очень старая душа. То есть, да, он мудрый, и я думаю, что он уже не бросит то, что он начал. Так что готовьтесь уже шить ему костюмы, а это дорого. Заказывать профессиональные хамусы. Я думаю, что он может стать моим преемником. Я никого не принимала, и не обучала особенно, да, но Артура, конечно, я чувствую его душу, мы прям как родственные души, возможно, в прошлых жизнях мы пересекались. Я бы сделала его своим преемником, если с вашего благословения. Круто! Спасибо. Здорово! Спасибо большое Галине Сафроновне за вопрос, Алене за ответ. Да. Спасибо. Займи, пожалуйста, место вот рядом со своей подругой. Мы сейчас приступим к нашему... Дорогие друзья, вы не беспокойтесь, мы еще с этой прекрасной девушкой тут встретимся, ее послушаем. Вот. А я хочу перейти к следующему нашему герою, которого... Вот вообще всех наших сегодняшних героев объединяет такое, на мой взгляд, редкостное качество. Это люди эпохи Возрождения. То есть они очень многосторонние и многогранные. Да? Вот. И, естественно, когда я готовилась к сегодняшнему вечеру, я посмотрела в интернете, набрала Алексей Егоров Эркён, и мне вышло очень длинный перечень того, что, значит, он из себя представляет, Алексей Алексеевич. Да? То есть он у нас... Кто он у нас в первую очередь, девушки, мужчины? Певец, сказали, кто еще? Актер.
талантливый человек, автор песен. Юморист, сказала Лена. Сын своих замечательных родителей. Управленец-красавчик, сказали, да? Замечательно. Но помимо всего вами сказанного, да, он еще режиссер, продюсер, директор кинотеатра «Лена» последние, не помню сколько месяцев. Вот. И еще одна такая маленькая, ну там помимо красавчика, да, мой любимый певец в республике Саха-Якутия, точно, если не вообще вот. И поэтому я вообще вот как бы я не пропустила ни одного большого концерта, кроме последнего, потому что меня не было в городе Якутске. И сегодня можно сказать вот просто вот, чтобы послушать его, да. Вот. Приглашаю на нашу сцену Алексей Егоров-Беркен. Добрый вечер. Желаю хорошего настроения и приятного вечера, друзья. И, наверное, спою «Лым салгын болан хаягынден оққан тылдаргар балыс тестанады хайм». Sayagastek görürün sandaria gülage kupun sürbün tutagin göbüskimi kutagin salgın bolan sayagin Süre kudum sagarin, şiker bolan sitarin, şipşer dilli ederin, salgın bolan sayarin. Süre kudum sagarin, şiker bolan sitarin, şipşer dilli ederin, şiker bolan sitarin. Şipşerdi adarin Kustu bolan kuabin Kurus tintan Kota ben Jolunan min tualabin Jürüte Salgın bolan sayarin Süre kudun sagarin Şiker bolan sitarin Şipşer dilli ederin Salgın bolan sayarin Şiker dilli ederin Şiker bolan sitarin Şipşer dilli ederin Şiker bolan sitarin Şipşer dilli ederin Ederin Tomuy kudum irbitin ayar alıp girbitin kaptal kellim gebitin bilip sürak abitin Браво! Махтал. Леша, Спасибо. спасибо тебе огромное. Садись, пожалуйста, да? Пусть он пока отдышится, я расскажу про него. Он родился 5 февраля 1983 года. В 2002 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности актер театра и кино. После окончания училища вернулся в Якутию и работал в Саха-театре. В 2012 году закончил ГИТИС
имени Герасимова по специальности продюсер кино и телевидения. С 2015 по 2018 год был директором Государственного театра эстрады, в стенах которого мы сегодня с вами находимся. Кстати, хотим сказать спасибо нынешнему директору Татьяне Николаевне Чаранской за то, что нам пошли навстречу, предоставили. Да, спасибо. Так, под его руководством выпущено 16 полнометражных художественных фильмов. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, обладатель гранта президента Республики Саха за лучший проект. У него куча ролей в кино, причем в кино он был как актер, потом он был как режиссер, сценарист, продюсер. Лично я была в восторге, когда посмотрела фильм «Орда». Да, потому что у меня просто была дикая гордость, потому что Леша там играл одну из главных, я считаю, ролей. Да, вообще прямо. Это было очень круто. Фильм Прошкина, по-моему, да? Да, Андрей Прошкин. Ага, то есть один из российских больших проектов, в которых снялся наш Алексей. И вообще, его работы в театре, я на самом деле очень жалею, что он ушел из Сахатеатра, потому что я считаю, что он еще потрясающий драматический актер. Спасибо. Да, все, да, ну и по нашей уже ставшей традиции, я обернусь в прошлое. И первая большая статья об Алексее вышла в 2010 году. Он мне на днях рассказывал, что, оказывается, в 2006 году я, прямо одобрила, такая госпожа Беладонна, одобрила их проект «Детсад» и напечатала о нем в журнале «Журфикс». И это было для них очень важно. Он мне так рассказывал, а я не помню. Знаете, на самом деле мы очень долго и упорно искали спонсоров тогда. Это был 2006 год, это был самый первый проект «Детсад», это был концерт, в общем, и я на самом деле один из первых людей, который поддержал этот проект, поверили в нас, реально, да? И нам была выделена целых 2 страницы. Вау! Широким жестом. У нас же была мечта, мы очень мечтали о том, чтобы нас знала, чтобы нас узнавали, чтобы нас все знали, чтобы бренд Детсад стал как-то популярным, и чтобы этот бренд потом работал на нас, и спасибо, Яна, тебе большое, что ты тогда поверила. Слушайте, и только спасибо большое, Леша, да. Я просто буквально на днях поняла, почему Леша с таким удовольствием соглашается петь со мной дуэтом на моих сольных концертах. А теперь стало все понятно, да. Здорово. То есть делайте добро, оно вам обязательно вернется. Так, и в 2010 году вышло большое интервью уже не на 2 страницы, а на больше. С Алексеем, но он уже к тому времени был знаменит, просто нереально, да. И сейчас я такие несколько цитат приведу, а он скажет, что-то изменилось с тех пор или нет. Давай, интересно, очень интересно. Воспитывали нас дедушка с бабушкой, как могли. Как вы знаете, да, родители Алексея это наши просто самые уважаемые, наверное, артисты эстрады, да, они, естественно, были молодые, очень много гастролировали с вокально-инструментальным ансамблем «Чорон», кстати, поклонницей которого я являюсь. Александр Григорьевич, привет. Так, Воспитывали нас дедушка с бабушкой, как могли, по-простому, по-деревенски, давая полную свободу. Это было в Чурапче. В отличие от других, они никогда нас не ругали, мы не знали слова «нельзя». За это я им очень благодарен. По психологии мы знаем, что чем больше даешь свободу ребенку, тем больше у него шансов стать неординарной личностью. Я не считаю себя неординарным, тем более звездой, как многие меня называют. Но что-то во мне определенно есть. Я не был скромный, получается. Я поняла. Знаете, сейчас я более-менее скромный. Я тогда был дерзкий, наверное, еще молодой и резкий. Сейчас-то, годы берут свое. Надо годы берут свое. Не старый, конечно, я, но тем не менее. Тем не менее, как-то этот пыл, жар, какой-то дерзость какая-то такая, да, она, конечно же, это самое. Но ведь это правда. Отлично, давайте похлопаем, я задам следующий вопрос. Так,
Не представляю свою жизнь без музыки. Она для меня как воздух. Люди говорят, еще бы с такими родителями и немой запоет. Вы удивитесь, но петь нас с братом научили не родители, а младшая сестра моей матери, ныне известная певица Александра Алексеева. Тогда просто тетя Шура. И в этом месте я хочу, чтобы Алексей воспроизвел песню, которую они долгими зимними вечерами пели с тетей Шурой. Слушайте, и с братом. У всех же, наверное, так было, да? В детстве обязательно дети устраивают концерт перед своими родителями. Вот. А это было неотъемлемой частью наших вечерних каких-то посиделок, праздников там и так далее. Вот. И, ну, я немного помню, но практически это были все песни мультиков тогдашних, наверное, да? Это сестра же учила, Шура. Вот, с Александра сейчас. Ну, и так же, Шура и Александр. Но, тем не менее... Сейчас Александра, тогда была Шурой. Вот. Вот. И, ну, это, мне очень нравилось этот... Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката. Что-то там... Облака из неведомой страны. Облака, что летит, лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Посмотрите вы, пожалуйста. Облака, с высока. Нет, и по небу прокатите нас облака. Вот эта вот песня. Вау! Вау! Леша напомнил нам наше безмятежное... Да, вспомнил же, оказывается, детство. есть. А вот такой был учитель, знаете, не забудешь потом. Но вы знаете, да, я хочу сказать, что в интервью он вообще абсолютно о другой песне сказал. Там такие слова. Я пингвин, и ты пингвин. Это тоже было? Брат пингвин, и Я сын пингвин. пингвин, и ты пингвин. Надо прыгать высоко, надо плавать далеко. Быть пингвином нелегко. Так было. Да. Это тоже есть. Но это была быстрая песня. Ну, в репертуаре всегда же есть и быстрые, и медленные. Вот. Так Я что вы спел сейчас из более послушали. лирической, а это вот более быстрое. Вот Послушали и медленную в облака, и да. про пингвина быструю. Отлично. Вот, следующая цитата. Что же там? Играю я не только на барабанах, но и на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, баяне, саксофоне, хомусе и флейте. Добавилось что-нибудь за это время? Скорее убавилось. Потому что на самом деле, ну я правда, да, я очень люблю музыку вообще, и все, что связано с музыкой. И инструменты, ну, знаете, играю на всем же, но в общем-то ни на чем. Вот так вот, понимаете? На среднем уровне везде. То есть играю практически на всех инструментах, но более-менее, конечно, наверное, как-то владею гитарой, наверное, да. А вот остальные, это уже на таком среднем, знаете, пионерском таком уровне. Ну, ваш Но, средний уровень, да, превосходит наш высокий, если что. Но это очень было полезно, кстати, в театре, когда работал. Потому что там иногда бывает на баяне надо сыграть, на аккордеоне, иногда бывает на саксофоне надо сыграть там и так далее. Ну, в этом плане было очень удобно. И я был такой удобный артист, который, в принципе, может сыграть на всем, да. Он может сыграть на всем, сыграть все, играть, да. Следующая цитата. Если другие поющие дети мечтали выступить сразу во Дворце съездов в Москве, мы с братом ограничивались сценой театра, оперы и балета. Сейчас на какой сцене бы ты мечтал сыграть? В смысле сыграть? Или спеть, или выступить. Вообще, Нет, вы знаете, я не думал об этом. Вообще, мне достаточно моих зрителей. Вот. Ну, если уж так лягут карты, то что, ну, появятся какие-то возможности и побольше, ну, я в принципе не против. Но это моя не основная цель. Потому что пение и быть певцом, все-таки это мое хобби на самом деле. И я этим занимаюсь только из-за того, что мне очень нравится заниматься. Вот. И это неотъемлемо. На радость нам всем. Да. Так, следующая цитата. А работой все-таки я считаю кино, ну, театр. Ну, сейчас театр, конечно же, там не работаю. Меня оттуда выгнали. Ушел я оттуда. Вот. А кино это сейчас, да, это моя работа.
любимая. Да, его работа находится буквально тут в нескольких шагах, если кто не знает, кинотеатр «Лена». Акции по вторникам. Следующая цитата. С женой мы познакомились в 1998 году в Москве, когда учились в театральном училище имени Щепкина. Я посмотрел на нее и понял, все, я пропал окончательно и бесповоротно. Прокомментируй. Что бы это значило? Слушайте, это же вы отредактировали, нет? Слово в слово. Чувствую редакцию. Чувствую почерк, Ян, ваши. Это не я брала интервью, дорогой мой. Нет, Ладно. не я. Ну, тогда, наверное, немножко я это самое прибавил чуток, конечно, там. Конечно, для того, чтобы, ну, прежде чем как влюбиться, мне надо было еще и притереться, то есть, ну, в плане пообщаться, там, знаете, когда видишь человека в первый раз, ну, это же правда, да, когда человека видишь в первый раз, сразу визуально какая-то вот оценка идет, да, вот какая-то. А потом, когда ты начинаешь с ним говорить, как-то больше проводить время, и человек меняется, понимаете, и он становится совсем другим человеком. Вот это уже не тот человек, который ты увидел в первый раз, да. Вот, наоборот, когда увидел свою жену, я подумал, я подумал, знаете, что я подумал? Мне же было 15 лет, когда я поступил в Щепку, вот, а ей было 17, да, и мне показалось, она очень, как будто бы она старше меня, знаете, вот это вот. Я подумал, не моего калибра, по-моему, там, знаете. Джульетту вот. подавай, да? Да, но видите, вот как вот стали общаться там и так далее, вот, и все это поменялось, и вот теперь мы семья, не теперь, давным-давно мы уже семья. Вот. Даже, я бы сказала, многодетная семья. Мы многодетная семья, да. Мы поженились в 18 лет, вот, мы молодые очень были. Вот, ни о чем вообще не думали, вот, мне надо было жениться, и все. Знаешь, ты такой, знаешь, женимся, значит женимся. Вот это. Знаешь, и думаешь сейчас, да, на самом деле, надо было бы закончить учебу сначала, да, там. Ну, мы закончили, в принципе, но надо было бы как-то сначала купить дом, может быть, да, там, зарплату хорошую, да, чтобы там воспитывать детей, там, и так далее. Вот, об этом мы ни о чем не думали, мы как, знаете, вот эти вот, как два камикадзе, которые... Вообще, несмотря ни на что, упали в эту воду жизни. Вот. Сначала, конечно, побарахтались, но потом научились плавать в ней. Вот. И сейчас вроде как, знаете, даже это можем нырять там и так далее. Вот. И мы уже давно, оказывается, да. Это 2002. Мы ну, если... Нет, поженились-то во втором, 2002. Вот, а в 98-м познакомились, то если считать, ну вот 17 лет, да, 17 лет. Ой, мы какую-то свадьбу пропустили, да? 15 там какая свадьба была? Ее тогда можно пропускать. Деревянная, не бриллиантовая, ничего, ладно. Хорошо. На сегодняшний день в моем репертуаре, это было в 2010 году, около 30 песен самого разного плана. Есть и попса, и рок, и блюз, и соул. Сегодня сколько песен в твоем репертуаре? Ну, вы знаете, сколько? Ну, наверное, песен... Все, что я сочинил, это песен, наверное, где-то 40-50. Вот. Но из них исполняются где-то штук, наверное, 20-25. Ну, помимо этого, сейчас ты же исполняешь и ну вот, которые, других, да, которые в ходу, в которых слова помню там и так далее. Насчет слова помню, он не помнит на самом деле. Ну, вообще, я хочу сказать, что на этой оптимистической ноте, наверное, мы попросим Алексея спеть нам, да? Давайте. Тохтан Хомаян ден, это уккан тыллары гарам, я? Тохтан Хомаян Кимтен кэлэйэн санан түхэн санья Конкуйду Кимин кэлбэкэ
benen Komop budum Dugul Kiratan kenyang Kirsimak artang palardan Arak semua Öyle Алексей Егоров, РК. И теперь вопросы из зала. Есть готовые вопросы. Я думаю, что у этой прям... О, у Женечки Гурулевой вопрос. Посмотрела, послушала вопрос. Как ваша супруга уживается с таким юмористичным романтиком? Вы знаете, это образ. На самом деле я дома не такой. Я дома довольно такой обычный, скучный, возможно, местами человек. Ну, пытаюсь, конечно, тоже как-то это держать, как-то, ну, чтобы семья, чтобы дом, ну, тоже в тонусе были, да, имеется в виду, в этом приятном таком, да, настроенческом. Вот. Но, тем не менее, я дома совсем другой человек. Это же образ. Я же актер, который играет свою роль здесь. Вот. Но я настоящий, я не вру. Алексей, вот да. Есть такие вот примеры не совсем хорошие. И смотри, вот сын Табакова, такой отличный актер был, занялся административной работой и пропал актер. И Алексей, такой классный актер, певец, стал заниматься организационной работой, административной. Пропадешь? Ну так не пропал же пока Ну твой же младший брат вообще уже, что там, дороги строит и все уже. Ну, знаете, Андрей, у меня есть младший брат, Карскан Андрей. Вот. Хороший певец. Он просто отличный певец. Он просто выбрал другую дорогу, да, он изначально не занимался этим. То есть мы в детстве с ним пели, а потом, когда он уже стал студентом, и после того, как уже он окончил ЕМУМ, МЕСИ, да, вот как раз здесь однокурсники его здесь есть, да, вот, когда он это вот окончил, и он даже не начинал как бы заниматься этим. Вот. Но как хобби он сейчас занимается тем, что он делает музыку. То есть, да, он занимается аранжировкой, там, со всеми делами и так далее. А в остальном он всегда учился в школе лучше, чем я и так далее. В точных науках он всегда был лучше. Математика, русский, вот. Я очень много у него списывал. Вот. Видите, не зря. Не зря. Че? Хорошо.
К вопросу, если, да? Вот видите, как я политик стал, да, вообще? Вроде говорю, да, вообще ни о чем, да? Я могу углубиться еще дальше, но я как-то пытаюсь, наоборот, сохранить именно тот баланс, о котором вот Алена говорила, да, вот именно баланс того, чтобы и там, и тут. Вот. Я не хочу полностью погружаться в вот это вот... Я не хочу пропадать, да. Да, мне нравится эта жизнь. Мне очень нравится быть на сцене, мне очень нравится снимать кино. Вот. Поэтому как бы я не пропаду, надеюсь. Да, я думаю, достойный ответ. Давайте похлопаем. И у нас есть еще один вопрос. Алексей, у меня два вопроса. Вот первый, наверное, в продолжении предыдущего. Ну, то есть там говорили о поколениях. А вот как твои дети сейчас? Они чем занимаются? И что ты... Подожди, вопрос даже такой. А ты им, ну вот как бы, ты готов их благословить вот на твою, ну, деятельность, на театральную там? Или у них вообще там технари какие-нибудь или... Ну я понял. Подожди, сейчас второй вопрос задам. Еще второй? Да. И вот смотри, ты сейчас такой веселый, ты говоришь, я дома совсем другой. То есть ты дома заряжаешься, чтобы, ну, то есть как, в какой ты дома? Очень ходишь, показать? Ну реально, покажи, прям батон такой, да, лежишь дома. Спасибо. Спасибо. Нет, что касается моих детей, я бы с удовольствием их благословил на то, чтобы они стали артистами или актерами. Это очень хорошая профессия. Это слушайте, как объяснить это? Это же жизнь. Это вообще наша вся жизнь очень переплетена с этой профессией, да? То есть все же мы люди, актеры в этом большом театре, да? И каждый из нас играет свою роль. Вот. И вообще мастерство актера мне очень много помогало в моей жизни, везде. Вот. Но, к сожалению, да, никто особо не горит желанием у меня дома. Вот. Сын у меня как раз-таки вот сейчас сдает ЕГЭ. Что касается дочери, средней, Кюрегей. Кстати, сына зовут Уйгун, вторую дочку зовут Кюрегей. Дочка, значит, 10 класс. Вот она хочет стать как раз-таки режиссером кино. Она уже к этому готовится, и я ее готовлю. Вот. Очень поддерживаю в этом направлении. Да? Уже я хочу, чтобы она приняла участие в каком-то съемочном процессе, который мы будем уже снимать этим летом. Вот. Что касается маленькой, ей еще все впереди. Ей всего 3 годика. Как Саная. О, Мария Саная. Классно. Вот. Это такая вот наша прямо это... Я говорю, оказывается, мои старшие росли вообще как по спартанскому режиму, да? Мы же тоже молодые были. Я вообще с сыном вместе рос, если так, да? Вот. Я говорю, о, Боже, как мы упустили этот момент, когда вот нашим старшим, да, было вот по 2, по 3, по 4 годика, да? Это же такой волшебный период, да, прям это. Сейчас вот как дома не налюбуюсь вообще, да, вот это вот. Просто вот возьми сердце и там это держи в себя один, да. Ну, Время пришло, однако. Да, я говорю, когда ты уже достаточно со взрослым возрасте, совсем по-другому относишься вот к этому, ко всему, да. Вот. Странно. Лешечка, вот у меня есть цитата очень хорошая из твоего интервью, ты пока присядь, да? Вот в 2010 году он сказал: «Папаша, я сумасшедший, страшно балую детей. Мне говорят, что детей так баловать нельзя, иначе сядут на шею. Не знаю насчет шеи, но мне кажется, что детство на то и дано, чтобы жить без забот, в любви и ласке». Ну, в 2010 году, что написано пером, не вырубишь топором. А на самом деле, да, вот сейчас у нас музыкальная пауза будет, да? Причем музыкальная пауза экспромтом. А то, что мы с Лешей пели дуэтом, мы пели в Театре оперы и балета 10 лет назад, и вот в прошлой осенью на сцене Сахатеатра. Сегодня на прогоне вдруг возникла мысль, что мы можем спеть вообще такую песню, которую люди, скажем так, такие... Ну да. Да, ее многие из вас знают. Если вы знаете, вы, пожалуйста, подпойте. Просто, несмотря на то, что мы из разных поколений, вот мне нравится, что Леша много знает старых песен. Вот, и сейчас мы вам одну из них споем. Ля минор возьми, пожалуйста. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет
над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит, нет. Спой о том, что вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви. Мне подождите. Спой о том, что вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает, сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит, нет. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как луна всю ночь напролет смотрит тихим взглядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит, нет. Спасибо большое, дорогие друзья. Лешечка, садись, пожалуйста. Ну и мы продолжим. Скажите, пожалуйста, кто из вас был на выставке КУТ в историческом парке «Россия. Моя история»? В историческом парке «Россия. Моя история» прошла совершенно потрясающая выставка КУТ, мультимедийная выставка, которая собрала рекордное количество зрителей, посетителей в музее же, да? Вообще, я прямо даже боюсь сейчас ошибиться, назвать цифру, но просто в музее, ну, как бы такое количество не ходит, как вот сходило на эту мультимедийную выставку. Вот. Почему я говорю об этой выставке? Потому что вот сейчас вот перед вами Айтал, он один из авторов этой выставки. Айтал родился в Москве 6 апреля 1990 года. Быстренько посчитали математики, что очень молодой у нас сегодня с вами герой. Учился в школе в Нерюнгри, закончил ЕГЛ. Потом он закончил АРЭУ, как расшифровывать? Нет, АРЭУ это как, университет? Представляете, Российский экономический университет имени Плеханова закончил вот этот молодой человек. В этом месте надо похлопать, потому что это очень круто. Вот, и очень такой интересный факт биографии. Он учился еще в Англии,
по специальности менеджмент в музыкальной индустрии. Вот. Да, представляете, да, как круто. Вот, где работал этот молодой человек? На фестивале электронной музыки Open Space, электронный проект «Уран», откуда, собственно, псевдоним у нас. В Москве как бы он работал в Global Clubbing. Вопрос зададите, узнаете, что это такое. Сейчас он работает менеджером-продюсером в Национальном театре танца имени Зверева Кылуала. Вот, то есть вот такой у нас молодой с вами герой. И у вас есть сейчас уникальнейшая возможность задать вопрос такому талантливому молодому человеку. О! Добрый вечер. Алена! Я вообще давно знакома уже с твоим проектом, как давно? Года 2 назад, наверное, да? Вот я писала вам, даже просила посотрудничать с ребятами, и сегодня вот нас свела судьба, и сейчас я вот узнаю новые подробности, что, оказывается, ты учился в Англии, в Лондоне, да? Да, да. И вот как тебе вот именно было в Лондоне, потому что считается вообще во всем мире, что шоу-бизнес весь родился даже не в США, как бы, а родина шоу-бизнеса вот, из Англии. И вот как ты тоже так считаешь или все-таки больше склоняешься, что весь шоу-бизнес в США или все-таки в Англии? Ну да, существует в мире несколько рынков музыкальных, да, и несомненно все равно лидером является США, как ни крути, так как там и численность выше, и как бы потреблять контент люди готовы, все что угодно им даешь, в том числе этническую музыку, Алена, прекрасно, наверное, тоже знаешь. Но это была моя мечта именно добраться до Англии. Я с детства впитывал все эти вибрации английской музыки, да, потом, да, весь этот стиль, весь этот андеграунд, всю вот эту музыку разную, да, и на ней я вырос, и благодаря отцу, который вот привил с детства мне любовь к Pink Floyd, да, вот моя любимая рок-группа навсегда, да. Круто. Многие знают, да, наверное, это великая легендарная психоделик арт-рок-группа, и из-за нее, знаете, вот у меня как бы мозги пошли в сторону музыки, да, а Pink Floyd это Великобритания, понятно, и Beatles, да, и все, оттуда корни этой рок-музыки. И, конечно, это была мечта, и когда-то сбылась, это было очень круто, и да, естественно, насчет рынка все-таки США, да, то есть в Англии он более такой, как бы comfortable, такой cozy, короче, знаешь, там находишься, и ты чувствуешь себя в своей тарелке, такое вот как бы все так маленькое, как Европа, Европа в принципе, да. И когда я вот узнал, что вы там выступали, да, я вообще шокирован был, как круто, землячка, да. Да. Ну, вообще, это шикарная новость. Я хочу сказать, вот нас объединяет, я, например, тоже очень люблю Англию. Ха-ха. Англия классная. Наверное, у нас созрел следующий вопрос. Так, подойдем в эту сторону. Тут у нас есть очень смелая девушка, ее зовут Александра, я знаю, у нее есть вопрос. Как бы симметрично спрашивали, где ты был, а был ли ты на Бейкер-стрит в музее Шерлока Холмса? Я был в музее Битлз. О, жалко, что Подголов убежал, он был бы счастлив увидеть человека, который был... Да, и на Бейкер-стрит тоже был. Ну да, в Англии. Но он не такой прям большой, как думалось изначально. Супер. Ага. Знаете, как бы я приготовила блок такой, называется «Блиц-опрос» для всех наших 3 героев. Но перед этим я хочу вас спросить, вы хотите послушать еще что-нибудь? Так. Ну что, тогда мы очень-очень попросим Алену, да, нам что-нибудь. Айтал, наверное, поможет. Так. Ну, как вы видите, да, у нас сегодня вообще вот экспромт, импровизация, все это вот прямо в действии, да. Ну, сейчас мы будем импровизировать. Поддержите нас аплодисментами, мы не знаем, что получится.
Спасибо огромное, вообще Браво, супер, мне браво, аж самой браво. понравилось. Супер. Айтал, будем работать вместе, стопудово. Мы Супер. сразу спелись. На ваших глазах родился творческий тандем. Давайте еще раз поаплодируем. Алена Подлужная, Айтал Уран. Супер. Вот. И в этом месте, на самом деле, Алена зря ты ушла. Леша. В общем, сейчас будет блиц. Это когда задаешь вопросы, и люди быстро, не задумываясь, должны на них ответить. В принципе, вы можете присесть, да, чтобы вам было удобно. Сейчас мы пообещаем, не будем клясться, да, пообещаем на журфиксе. Так, вы говорите, каждый из вас говорит, я обещаю говорить правду, правду и только правду, и ничего, кроме правды. Давайте. Я обещаю. Я обещаю. По очереди или все? Все вместе. Я обещаю говорить. Я обещаю говорить только правду и только правду, кроме правды. Подожди, я что-то не то сказал? Ой, Леша в своем репертуаре. Отлично, все. Говорить мы точно будем. Да, вы пообещали говорить правду. Первые вопросы, они очень легкие. Кем ты мечтал в детстве быть по профессии? Не помню. Олечка? Алена? Стюардессой. Барабанщиком. Ого, хорошо. Какой твой самый любимый фильм? Один. Фильм. Это же блин. Я забыл, там, где тюрьма, и человек выбегает. Побег Вот, из всё. Шоушенка. Да. Молодец. Тюрьма. Алена? 1+1. Ноттинг Хилл. Кто? Ноттинг Хилл. Ну, фильм такой. Тот жанр, точно? Да, Джулия Робертс. Ух ты, ничего себе. Какие у него. Так, хорошо. Любимая книга? Гарри Поттер пусть будет. А элита? Незнайка в стране чудес. Круто. Кухню какой страны ты предпочитаешь? Саха. Отлично. Паназиатскую. Хорошо. Монгольскую. Монгольскую. Круто. Чингисхана не зря играл. Любимый город? Москва. Якутск. Якутск. Хорошо. Бармантана я вообще. Давай. Ну, он там Поэтому родился. я отдельно сижу, вот вы заметили, да? Ну, простительно. А, ты родился в Москве? Да, он Да, родился в Москве. Ладно. Москва. Любимое имя мужское и женское? Айтал? Айтала Италина. Красавчик. Мужское Дима, женское Вера. Алеша, Алена. Нет. Не, мне в детстве нравился Леня почему-то. Мужское имя. Я хотел, чтобы меня так звали. Ага. Вот. А женское, черт, ну, я не знаю. Имя жены скажи. Изабелла. С таким еще этим тоном. Короче говоря, последний вопрос вот в этой части марлезонского балета. Твое животное тотем или просто самое близкое по духу? Я знаю, что Алена ответит. Конь. Ад. Волк. Волчица. Вот это... Быстро. Собака, что ли? Ну, это первое, что мне пришло в голову. Супер. Короче, не расходимся, да? Не расходимся. Леша поет песню за собаку. Да, что-нибудь живенькое. Давай это самое. Погнали. Sarı siyerede, sarıda o sarahtan sapsından Sirpirsin ürdünden satılan tüde Sikköten Allah'ım sayağa salgına Saymarkay sitinden sabıyla oksudan Sadar çıkarım segere engelli
Gülüger, gülüger, güler. Girer gün, gülümün kıldayar mut gibi. Kulak dia keteger, kurustu kuatuda. Kumbalin ustayar gökadın, carangi. И мы продолжим вторую часть, да, блиц-опросов. Я, кстати, не слышала эту песню. Классная песня, классная песня. Начнем также с Айтала. Твои мысли, когда катаешься на карусели? Быстро отвечай. На американских горках. Ой, дух захватывает, вообще там теряешь сознание. Тошнит. Да. Я боюсь высоты. Понятно. Так, где был самый красивый рассвет, который ты видел? Рассвет. Лос-Анджелес. Вау, он был в На Лос-Анджелесе. Ленских столбах. В Амге. О, да. Я отдельно, видите, вот как будто я не из этой оперы. Патриот. Так, следующий вопрос. Что ты чувствуешь, когда ты в черном, остальные в белом? В черном? Ну, как будто поглощаю. А Лена? Что моя одежда дольше останется чистой. Черный ходит. Кому что? Так, следующий вопрос. Что вынесешь из горящего дома первым? Ноутбук с музыкой. О, контроллер. Хорошо. Кошку. Кошку. Это не касается людей же, да? Без людей вроде? Нет, ну, без людей когда... Это, ну, что? Не кого, а что? А, что? Свой компьютер. Да, вы с Айталом, это, да, вы похожи. Так, что сможешь сделать своими руками? Своими руками. Много чего. Это ответ? Ладно. Оригами пусть будет, ладно. О, молодец. А Лена? Я могу все сделать. Что ты можешь сделать своими руками? Быстро отвечай. Да, могу приготовить еду, могу... Все, хватит пола, красавчик. В интервью он сказал, что он дом может построить, если что. Да? Да. Ты не построишь? Не построишь. Песня нам строить и жить помогает. Следующий вопрос. Сможешь в одиночку прожить неделю? Нет. Запросто. Да. Вау, ничего себе. Мы дикие были. Какой самый безумный поступок ты совершил? Это блиц. Да. Это блиц, нельзя думать. Наверное, возьмем, пускай первое признание в любви. Это было страшно и необычно. Ну, пойдем. Леша, он молодой, да. А Я Лена? не совершаю безумных поступков. Да. Ушел с театра. Вау, да, да, Самый да, безумный был. да, это безумный поступок, потому что тебя не хватает в этом театре. Что можешь делать изо дня в день, и это тебе не надоест? Очевидный ответ. Музыка. Супер. А Лена? Спать. Вообще целыми днями? Я могу спать по 16 часов. Круто, Ну, везет. это после поездок, после смены поясов я вообще вырубаюсь. Изо дня в день, и это тебе не надоест. Изо дня в день.
Да, я могу каждый день спать по 12 часов. Круто, давайте Мне не надо- похлопаем. Везет человек, может так долго Секрет спать. моего психического здоровья. Молодец. Леша? Леша? Моя очередь. Жить. Ну какой? У ты какой, да? Ща, ладно, Сейчас я последний вопрос, да? Не спать, а жить. Последний. Ща, ладно. Последний вопрос. Сразу вслух не отвечаем. Подумайте, несмотря на то, что последний вопрос. Первое слово, которое пришло тебе в голову на букву Ж. Мне жизнь... Жир. Потому что о Ж говорили. Ладно, а почему жир? Потому что я худею. Где, куда? Надо. Хорошо, что я третий. Ладно, Алексей, говори правду. Да. Говори правду. Говори, что слово жир это твое. Шутка. Знаешь, на самом деле, сейчас я хотел сказать, типа, Жигулин, что-нибудь в этом духе. Ча-ча, ладно. Что-нибудь нейтральное, но на самом деле, скажу правду, первое слово, которое пришло в голову, не в тему, Жороден. А потом я подумал, нет, почему, на самом деле... Что, может, Жор? Вот я не знаю. На букву Ж, Жора. Ну вот это. Ладно, все мы знаем, кто что подумал. А теперь посмотрите все сюда и прочитайте. Вот, все подумали, Журфикс. Вот в чем подвох. Да. Хорошо. Теперь, да, дорогие друзья, по одному вопросу каждому из участников нашего сегодняшнего вечера. Кто ваш зритель? О ком вы думаете, когда вы творите, когда вы в процессе своего волшебства? Кого вы представляете, для кого вы это адресуете и в какой возрастной диапазон? Благодарю. Интересный вопрос. Ну, это что касается ЦА, наверное, да, то есть целевая аудитория. На самом деле, вначале мы не думали о том, нет, конечно, так как все-таки я себя отношу к молодежи, в отличие там... Че. Я такая некая... В отличие от нас, прикинь, да? Не, этих ребят я люблю давно и знаю. Так что, Мало того, что он не патриот, да, а Он еще и нас старперами считает. считает. Че. Вот. Да, на самом деле молодежь, да, конечно, в первую очередь это молодые люди, которые активно слушают нашу музыку, потребляют то, что мы создаем. Это 20- ну, даже от 18, можно сказать, до 20, до 30. То есть есть все равно аудитория взрослая даже. Вот есть и 30, там, 40-летние у нас слушатели, которые, допустим, выходит что-то новое, и они пишут активно. Но, ну, то есть аудитория разная, да, но если брать большинство, то, конечно, это молодежь, да, то есть там прям молодежь конкретно. Все понятно с тобой, поговорим после вечера. Спасибо большое, Айтал. И у нас есть вопрос Эркену. Добрый вечер все. Кстати, Ирина тоже слушает, насколько я знаю. У меня вопрос Эркену. С кем бы ты хотел посотрудничать, выступить на одной сцене? Это может быть человек прошлого, какой-то музыкант, настоящего и вообще любой эпохи, любой национальности. Ну вот кто твой такой, кто тебе нравится и вообще с кем бы ты хотел спеть на одной сцене? С кем бы хотел спеть? Ну, есть один. Я, кажется, знаю. Нет. Ну, это такой, не слишком крутой, но мне кажется, мы с ним по духу как-то... Я очень люблю его творчество там и так далее. Вы слышали Доминика Джокера? Да, конечно. Вот, я бы очень хотел с ним спеть. Как интересно. Здравствуйте. У меня немножко такой нестандартный вопрос. Я не знаю, помнит ли меня... Помню, конечно. У меня такой вопрос. Когда в первый раз вас попросили, можно сказать, выступить, показательный концерт наших детей с ограниченными возможностями, как вы согласились? Вот что у вас? Я поняла твой вопрос. Знаешь, я знаю и верю в то, что хомус — это не просто музыкальный инструмент. И ты, наверное, сама знаешь, потому что ты играешь. Я тебе говорила, как играть, я тебя учила. Хомус — это не просто музыкальный инструмент, это ключик от сердца человека. И
дети с ограниченными возможностями, особенные какие-то дети или взрослые люди даже, они лучше всего чувствуют музыку хомуса. Они глубже ее понимают, потому что, наверное, они обделены чем-то, да, чего не лишены, допустим, там обычные здоровые люди, которые заняты своей суетой, проблемами ежедневными, да, всеми этими какими-то вещами и даже забывают про свое здоровье. А особенно юные дети, которые ни за что, ни про что, невинные дети, страдают от каких-то заболеваний там, или какие-то у них определенные есть отклонения в здоровье, да, они этот хомус воспринимают очень тонко, потому что они ценят эту жизнь и любят ее больше, чем здоровые люди. И когда меня позвали выступить, я, конечно, с радостью просто побежала поделиться просто своей энергетикой. У меня ее очень много. Я вроде человек здоровый, и я хочу поделиться этим здоровьем через хомус и, конечно, вдохновить хотела вас, поэтому всегда приглашайте еще. Я с радостью приду и обязательно для тебя сыграю и для всех вас. Спасибо. Обязательно, спасибо. Спасибо большое. Сегодня вы уже стали свидетелями вообще уникального вечера Журфикс Клаб. И сейчас вы станете свидетелями еще более уникального события, потому что вот эти трое, которые на сцене, кроме меня, они сейчас впервые и последний раз исполнят... Короче, я приготовила им текст. Песня, веселая песня из мультика. Вот. Тахмин, дай, пожалуйста. Да, и вот наши дорогие друзья, сегодняшние гости, герои журнала «Журфикс», Алексей Егоров, Алена Подлужная и Айтал Уран сделают джем-сейшн. Джем-сейшн они вообще ни разу не репетировали. Ну ладно, нет, честно, нас предупреждали, что будет сейшн, но в каком формате, как это будет? Ну, сейчас попробуем. Давай. Вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето. Лето жаркий сон.
Ah